Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Рег-оператор завез в Инту новые мусорные контейнеры. Во дворах устанавливаются современные баки для сбора бытовых отходов. Начался ремонт тротуаров по улице Куратова. Интинцы решили, что именно эта общественная территория должна быть благоустроена в первую очередь. Для детей каникулы, для садов и школ ремонтные работы. Образовательные организации преображаются. Штукатурка, покраска, замена полов, ремонт инженерных систем. Спортивные учреждения готовятся к новому сезону. Интинцы заметили на улицах специализированную коммунальную технику. Вывозом мусора в Инте теперь самостоятельно занимается региональный оператор «Севера». Договор с интинским подрядчиком был расторгнут. В город привезена необходимая техника и набраны работники. На прошлой неделе в Инте на несколько дней был прекращен вывоз мусора. Подрядчик, интинская компания «Северстройинвест», из-за неоплаты своих услуг прекратил транспортировать отходы на территории муниципального образования. В свою очередь региональный оператор «Севера» направил в Инту спецтехнику для уборки контейнерных площадок. В оперативном режиме региональный оператор «Север» выслал 4 единицы техники из города Ухта для вывоза ТКО. Это ломовоз полноприводный объемом 30 кубов, для вывоза ТКО и КГО, это крупногабаритный, из труднодоступных населенных пунктов, это такие как Абись, Петрунь, Адзивавом. Также 2 единицы техники с боковой загрузкой объемом 18 кубов. И также 1 КАМАЗ с задней загрузкой, который предназначен для вывоза евроконтейнеров объемом 20 кубов. 6 числа вся техника была выслана. 8 числа в 10 часов утра вся техника прибыла в город Инта на 35-й километр. После чего в 11:30 было проведено совещание в администрации с представителями управляющей компании, где всем было доведено, что техника находится в городе, и в течение часа машины будут выходить на линию, и вывозить ТКО. В час дня машины выехали на линию в количестве 4 единиц и в круглосуточном режиме начали вывозить ТКО из города Инта. За 1,5 суток спецтехникой было вывезено около 750 кубов коммунальных отходов. Сейчас вывоз мусора в Инте происходит по ранее действующей схеме. Все маршруты у нас остались прежние. Вечерний сбор помешочный по домам машина будет также ходить в то же время, минута в минуту. Перегонять мусоровозы в Инту пришлось по воде на барже. Сейчас в распоряжении регионального оператора «Севера» имеется коммунальная техника для вывоза мусора на базе КАМАЗ. Машины как с боковой, так и задней загрузкой. Они специализированные, более вместительные и автоматизированные. Имеется пресс для мусора. В течение месяца в наш город будет доставлена еще 1 единица техники для резерва. В настоящий момент в нашем штате 4 водителя. Это прежние водители, которые занимались и раньше вывозом ТКО, они перешли в нашу организацию. И также 4 грузчика тоже перешли в нашу организацию. Помимо машин в Инту были доставлены новые мусорные баки. Их установят на наиболее проблемных площадках, чтобы решить вопрос с переполнением в местах накопления. Также будет произведена замена баков, которые уже вышли из строя и нуждаются в замене. Сейчас рабочие занимаются их сборкой. Контейнеры уже начали развозить по городским площадкам. Баки на колесах, поэтому к площадкам, где они будут размещены, есть определенные требования. В месте накопления не должно быть высокого бордюра, или же оно должно быть оборудовано пандусом. Региональный оператор «Севера» привез в Инту 75 контейнеров евро, вот как можете посмотреть. Началась уже сборка, и с завтрашнего дня контейнеры будут оставляться на контейнерной площадке, где пандусы не выше 10 сантиметров, потому что евроконтейнеры на колесиках, и для удобства. Так как новая коммунальная техника больших размеров, то не ко всем контейнерным площадкам она может свободно проехать. Такие моменты решаются совместно с управляющими компаниями. У регионального оператора «Севера» в Инте есть диспетчер. Рабочий номер телефона 8 912 110 0. В этом году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в нашем городе благоустраиваются дворы по адресам Воркутинская, 12 и Мира, 33 с прилегающими территориями, а также тротуары на улице Куратова. Подрядчик уже приступил к ремонту общественной территории. На обустройство тротуаров выделено почти 13,5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на замену бордюра, а его потребуется порядка 2500 штук, подготовительные работы и непосредственное асфальтирование. Технология работ практически не отличается от благоустройства дворовых территорий.
Бордюрный камень, то есть для тротуаров используется поменьше, то есть а так все то же самое. То есть установка бордюрного камня, бетонный замок и потом отсыпка ПГСом и сверху устройство асфальтового покрытия. В прошлом году интинцы, выбирая территорию для предстоящего благоустройства, проголосовали за ремонт тротуаров по улице Куратова. Это неудивительно, ведь Куратова – одна из главных улиц города. Здесь находятся торговые центры и магазины, социальные и медицинские объекты, многоквартирные дома. В прошлые годы горожане также выбирали ремонт тротуаров. В течение нескольких лет в рамках проекта формирования комфортной городской среды благоустраивали участки улицы Мира. На улице Мира тротуары были поуже, там 2,20, то есть там у нас ни автомобили не могли поместиться, ни асфальтоукладчик. Здесь планируется укладка асфальта под асфальтоукладчик, поэтому будет проще, потому что здесь ширина заложена 3,40. В 2020 году вдоль тротуара улицы Куратова было обустроено освещение. Установлено более 50 современных светодиодных светильников. Теперь же здесь появится новое асфальтное покрытие. Рабочие уже приступили к подготовительным работам на участке возле домов Куратова 48 и 42. Демонтируем одну сторону, чтобы оставить людям хоть немножко прохода, потому что очень много людей, то есть лето, все гуляют, все ходят, то есть и до работы добраться надо, поэтому пока частично по одной стороне начали. Ремонтировать тротуары будут на довольно большом участке. Сейчас подрядчик дополнительно набирает людей, чтобы работало сразу 2 бригады на разных территориях улицы Куратова. Протяженность участка асфальтирования единым полотном будет от Куратова 48 до улицы Чернова. С асфальтированием участка около магазина «Магнит». Там будет площадь сделана дополнительно, потому что магазин открылся, соответственно, машин много стало, то есть парковки не хватает. То есть там было принято решение доасфальтировать. Срок сдачи объекта – октябрь, но, по словам подрядчика, работу планируется завершить в сентябре. Во время летних каникул практически во всех учебных заведениях Инты ведутся плановые ремонты. Детские сады и школы преображаются. Приводятся в порядок кровли, инженерные сети, входные группы, выполняются косметические работы в кабинетах и коридорах, благоустраиваются территории. В Инте полным ходом идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В ряде школ и садов косметические ремонты уже выполнены. Другие только приступили к обновлению помещений. В детском саду «Крепыш» этим летом проводится обширный ремонт, какого не было здесь уже несколько лет. В прошлые годы дошкольное учреждение не закрывалось на лето, и поэтому ремонты проводились очень скромно. В этом году «Крепыш» закрыт, и руководство учреждения замахнулось на грандиозные работы. Бригада штукатуров-маляров ГУНО на сегодня уже выполнила ремонт пищеблока. Ранее силами сотрудников детского сада здесь проводился минимальный косметический ремонт. Но этого было недостаточно. Помещение находилось в плачевном состоянии, местами штукатурка отслаивалась и осыпалась. Специалисты ГУНО восстановили и покрасили стены и потолок. Теперь здесь чисто и свежо. В этом году уже было запланировано с самого начала года, что мы будем выполнять здесь очень глобальный текущий ремонт помещения пищеблока. Как видите, уже все приведено в соответствие, все покрашено, стены масляной краской. Очень удобно мыть и, собственно говоря, готовить в таком помещении. Несколько лет подряд они делали минимальный текущий ремонт своими силами, так как детки находились в летний период здесь, в детском саду. И поэтому возможности выполнять такой масштабный ремонт не было. Но сейчас, как видите, уже все приведено в соответствие. Все очень красиво. Бригада Носова выполняла здесь, очень большие молодцы специалисты, работают быстро, очень производительность труда очень высокая. Буквально за 2,5 недели выполнили не только пищеблок, но и входную группу на данный пищеблок. Руки золотые у мастеров, большое им за это спасибо, благодарность большая. Детки зайдут, и на пищеблоке уже сотрудники могут спокойно работать и выполнять свои обязанности. Остальные работы в детском саду «Крепыш» проводятся за счет собственных средств учреждения, собранных с предоставления платных услуг. На все предусмотренные виды работ учреждением потрачено около 400 тысяч рублей. Обновляются входные группы. В коридорах обоих крыльев здания вместо старого изношенного линолеума теперь уложен керамогранит. Это современное износостойкое половое покрытие прослужит теперь долгие годы. Здесь же произведена замена 4 радиаторов отопления на биметаллические.
Ремонт косметический мы проводим ежегодно, но так как в этом году мы закрыты на летний период, поэтому мы провели вот такие, скажем так, грандиозные работы. Мы сделали 3 группы. Группа «Радуга», группа «Любознайки» и группа «Улыбка». Сделали кабинет учителя-логопеда и спортзал сейчас делаем, тамбура заканчиваем. Сейчас сотрудники крепыша трудятся в спортзале. Подбираются новые яркие тона красок для стен, после чего будет покрашен и пол. В нескольких группах учреждения косметический ремонт уже завершен. Помещения групп, раздевалок, а где-то спальни и санузлы приобрели новые радужные цвета. В кабинете логопеда также покрашены стены и побелен потолок. Произведена замена светильников и постелен новый линолеум. Работа уже подходит к завершению. Осталось вот доделать, я уже сказала, спортзал, тамбура, помыть, отмыть. И к 1 сентября мы ждем наших детей в чистый, красивый, уютный детский сад. В лицее номер 1 штукатуры-маляры ГУНО проводят восстановительные работы после протечек кровли, которые случились еще в прошлом году при капитальном ремонте. В этом году все сотрудники хозяйственно-эксплуатационного участка ГУНО получили допуск на выполнение высотных работ. И теперь они спокойно могут работать на кровлях, козырьках зданий, козлах и туре, как здесь в спортзале. Работы подходят к завершению. Параллельно сотрудники лицея собственными силами и средствами выполняют косметические ремонты нескольких кабинетов. Всего в этом году на укрепление материально-технической базы всех интинских учреждений образования из местного и республиканского бюджетов выделена субсидия в размере почти 5,5 миллионов рублей. На мероприятия по комплексной безопасности выделено почти 2,5 миллиона рублей. Помимо этого, из местного бюджета выделены дополнительные средства. Чуть более 1 миллиона рублей предусмотрены на ремонт вентиляционной шахты и цоколя хозкорпуса детского сада «Родничок», ремонт крыльца на путях эвакуации и освещение тротуара гимназии номер 2. Сотрудники спортивных учреждений проводят огромный объем ремонтных работ. Все спортобъекты готовятся к началу нового сезона. В этом году спортивная школа «Юность» намерена потратить более 600 тысяч рублей на улучшение условий проведения тренировочных занятий в подведомственных учреждениях. Спортивная школа «Юность» закрыта для посетителей. Тренировочный процесс на время летних каникул остановлен. В учреждении кипят ремонтные работы. В зале отделения бокса началась замена полов. Специалисты местной подрядной организации демонтировали старые доски и приступили к укладке новых. В ближайшее время здесь появится паркет. Я очень рада, что наконец-то у нас завершилась детская оздоровительная площадка, в том плане, что у нас появилась возможность приступить к тем ремонтным работам, которые были запланированы на период летнего отдыха наших спортсменов и в рамках подготовки к новому учебному тренировочному сезону. Сейчас мы с вами находимся в зале бокса, и опять же отрадно, что в этом году мы приступили к завершающему этапу ремонтных работ полового покрытия в этом зале бокса. Часть средств, спонсорских средств, выделенных депутатом Государственного совета Республики Коми Поповым Александром Николаевичем, была освоена в прошлом году на приобретение строительных материалов, а в этом году мы проводим, как я уже сказала, завершающий этап, то есть сами строительные работы, это замена полового покрытия в зале бокса, и я думаю, что к началу, я даже уверена, что к началу нового спортивного сезона наши боксеры придут в обновленный зал и порадуются тому, как у них будет здорово и хорошо теперь в этом зале. Я думаю, что и тренировки соответствующим образом будут не то что интереснее даже, а качественнее проводить на новом покрытии. Не будет уже таких провалов. И, собственно говоря, чисто технически уже это все будет сделано так, как необходимо. До середины августа ремонт в зале отделения бокса должен быть завершен. Строителям необходимо проделать большую работу, которая состоит из нескольких этапов. Вообще о работах такого плана мы вели разговор очень давно, потому что не проводились ремонтные работы именно по замене, по обновлению полового покрытия давно здесь. И вот я еще раз отмечу, что благодаря
помощи депутата Государственного совета в прошлом году нам удалось все-таки найти средства и вот эти работы провести. Да, действительно, это необходимо, потому что дворец спорта был сдан в эксплуатацию более 50 лет уже назад. Я думаю, что последние 20 лет здесь обновление не проводилось. И, в общем-то, это необходимость времени, скажем так, которая вот нам сейчас удалось реализовать. Бокс – один из самых популярных видов спорта в Инте. Ежегодно секцию посещают около 50 ребят. За плечами многих мальчишек огромное количество проведенных боев и высоких наград. Интинцы постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня и показывают отличные результаты. Прошедший спортивный сезон был богат на количество завоеванных наград. Более 10 воспитанников отделения бокса спортивной школы «Юность» вошли в состав сборной Республики Коми. Для тренировочного процесса в Инте создаются максимально комфортные условия. Материально-техническая база обновляется. В рамках реализации проекта «Спорт. Норма жизни» боксеры неоднократно получали новую экипировку со снаряжением. Без поддержки и хорошей материально-технической базы успехи спортсменов они невозможны. И мы прилагаем все усилия для того, чтобы поддерживать не только этот вид спорта, но хочу сказать, в отношении бокса последние 2 года нам удается получать из республиканского бюджета субсидию в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». И все это, опять же, благодаря тем успехам спортсменов, тем ребятам, которые входят в сборную Республики Коми по этому виду спорта. Только вот благодаря этому нам удается получить часть средств на то, чтобы укрепить нашу материально-техническую базу этого вида спорта. Но кроме бокса у нас еще 2-й год такую же субсидию получает отделение вольной борьбы. И хотелось бы сказать, чтобы остальные виды спорта тоже равнялись на боксеров и вольников и добивались результатов. И вот эти результаты, они помогут вложиться и улучшить материально-техническую базу. На данный момент в спортивной школе «Юность» сделан косметический ремонт в медицинском кабинете и раздевалках учреждения. Побелены потолки, покрашены стены и полы. Сейчас рабочие приводят в порядок сауну и комнату для отдыха. Парилка обшивается осиной. Это дерево долговечно, устойчиво к высоким температурам и обладает целебными свойствами. В рамках подготовки к новому отопительному сезону проведены гидравлические испытания и промывка системы теплоснабжения. До конца августа планируется заменить часть трубопровода холодного и горячего водоснабжения. Как только в городе начнется запуск отопления, специалисты приступят к подготовке бассейнов. В рамках подготовки к новому учебному году это первоочередные работы косметические, покраска, побелка, штукатурка тех необходимых мест, где это необходимо. В этом году было принято решение перекрыть сауну. Был закуплен материал специально для сауны, это осина. Вы там сегодня были, уже видели, часть работы выполнена. Я думаю, к концу месяца мы уже закончим эту сауну и перейдем на сауну, которая находится в бассейне «Дельфин». Там тоже необходим ремонт. Мы думаем закончить его к началу учебного года. В плавательном бассейне у нас предусмотрен только косметический ремонт. Вода будет слита где-то за неделю до подачи отопления. Чаша бассейна будет помыта, вычищена, где необходимо будет сделан ремонт. Каждый день в «Юности» выполняются плановые работы. Специалисты красят, штукатурят и наводят красоту на всех подведомственных спортивных объектах. Обновляется мебель, закупается инвентарь. Порядка 250 тысяч рублей будет выделено на ремонт входной группы в плавательный бассейн. Предполагается привести в порядок крыльцо и установить над ним козырек с навесом. Наша спортивная школа «Юность», у нее 6 отдельно стоящих объектов, это достаточно большое количество. И на сегодняшний момент во всех 6 объектах ведутся работы по подготовке к новому
тренировочному сезону. Могу сказать, что на сегодняшний момент гидравлические испытания и промывка систем теплоснабжения проведены на всех 6 объектах. Это Лунина 7, где мы сейчас находимся, Кирова 30А, Полярная 18, Баева 38, Горького 8, а Восточная 1. Приборы учета направлены на поверку там, где это необходимо. Ремонт и частичная замена отопления, где это тоже необходимо, и горячего водоснабжения, и холодного водоснабжения они сделаны. Ну, если пройтись конкретно по объектам, допустим, вот на Лунина 7 вы сегодня уже видели, какие работы ведутся, что еще в стадии завершения, что планируется еще сделать. То, что касается бассейна «Дельфин», этот объект тоже пользуется большим спросом наших горожан, как и малышей, так и семейные группы приходят, мамы с детками. Вот. На сегодняшний момент там проведен ремонт, частичный ремонт чаши бассейна, кафельная плитка была заменена. Также ремонт трубопровода системы холодного горячего водоснабжения, как я уже сказала. Планируется еще замена смесителей в душевых. Ну и текущий ремонт, штукатурно-малярные, отделочные работы, они тоже сейчас в стадии завершения. Кроме этого, выполнено предписание Госпоштехнадзора, которое было вынесено еще в начале этого года, и мы учли необходимость его исполнения при подготовке к новому учебному году, потому что все акты, которые будут подписываться, они, естественно, будут проверяться на предмет отсутствия предписаний. Поэтому вот такое предписание выполнено, и планируются еще большие работы, это по сауне в бассейне «Дельфин». То есть и горожанам будет, наверное, и комфортнее, и приятнее, чисто эстетически приходить на этот объект. Дальше по спортивному залу на поселке Южном, Баева 38. Достаточно удаленный объект, но тем не менее он тоже не обделен вниманием. Там также проводятся штукатурно-малярные, покрасочные работы, готовится и спортивный зал, и оздоровительный центр, то есть там тоже есть сауна, которая также приводится в соответствие. На Полярной 18 это центр спортивных единоборств. Там запланированы работы на сумму порядка 70 тысяч из внебюджета нашей спортивной школы. Что они в себя включают? Это ремонт зала самбо, текущий ремонт зала хореографии, установку душевых перегородок, также стеновых протекторов в зале вольной борьбы, которые мы ожидаем. То есть я думаю, что к середине августа вот эти все работы в центре наших спортивных единоборств будут завершены. Вообще хотелось бы мне сказать, что денежные средства, которые запланированы спортивной школой на этот ремонтный сезон, они достаточно внушительные. Это более 600 тысяч рублей. И, в общем, это связано, конечно, еще раз подчеркну, с тем, что большое количество объектов, но тем не менее, в общем-то, и руководство спортивной школы, и весь персонал заботится о том, чтобы и наши интинцы, и, безусловно, наши спортсмены в первую очередь пришли в подготовленные залы, в подготовленные помещения. Коллектив юности основательно готовится к открытию спортивного сезона. Увидеть конечные результаты и оценить качество выполненных работ интинцы смогут в сентябре. С наступлением нового учебного года в городе откроются все спортивные секции. Ежегодно в летнее время в Республике Коми становится больше сообщений о несчастных случаях на воде. Взрослые и дети пренебрегают правилами поведения у реки и купаются в запрещенных местах. В Инте постоянно проводятся профилактические рейды по местам массового отдыха горожан. В жаркие дни представители городской администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов инспектируют несанкционированные пляжи и напоминают людям о правилах безопасности. Несмотря на многочисленные предупреждения, в солнечные дни люди устремляются на природу. Взрослым и детям нравится отдыхать на берегу реки. Интинцы загорают, купаются, разводят костры, забывая о правилах безопасности. Во избежание несчастных случаев у водоемов и в лесу специалисты проводят с населением разъяснительные беседы. Рейды проводятся на постоянной основе. Стараемся ежедневно выходить на такие профилактические рейды с сотрудниками администрации, сотрудники ОНДПР, сотрудники ГИМС,
сотрудники ОМВД. Все стараемся объяснить нашим жителям, что у нас нет мест, оборудованных специально для купания. В хорошую погоду на несанкционированных пляжах возле Интинской ТЭЦ всегда много отдыхающих. Горожан предупреждают, что заходить в воду нельзя, так как пляж не обустроен для массового отдыха. В связи с введенным на территории Республики Коми особым противопожарным режимом также запрещено разжигать костры. Жителям Приполярья раздают памятки. Особое внимание уделяется детям, которые отдыхают на природе без взрослых. Противопожарный режим введен в город Интай по всей Республике Коми. Сжечь костры не запрещено. То же самое место не оборудовано. Возьмите вон у кого-нибудь бутылку да потушите. Несмотря на многочисленные предупреждения об опасности, интинцев, желающих развести костер на природе и искупаться в необорудованных местах, меньше не становится. Горожан не останавливают ни запрещающие знаки, ни грязная вода, ни плохое дно, ни отсутствие спасателей и медиков для оказания экстренной помощи. Сотрудники полиции, городской администрации и ГИМС призывают родителей проявить больше ответственности и следить за тем, как их дети проводят свободное время. Во-первых, у нас течение реки очень большое, что не соответствует тоже требованиям, и может оказаться и ямы, и осколки, и стекла. Все это обследовали водолазы и выявили то, что у нас не положено в этом месте купаться. Здесь купание запрещено, да, на будущее. Вы знали, может, расскажете своим родным, знакомым. А где можно? У нас, так, к сожалению, нельзя нигде. У нас пляжи не оборудованы, но это... Если когда-нибудь нам оборудуют пляж, тогда... Всех уведомим. Все, и детей тоже по-хорошему без присмотра на речке не оставим. Просто камень. Ну да, я понимаю. Все, спасибо. Отдыхая у водоемов, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, люди подвергают свою жизнь серьезной опасности. На дне реки могут быть глубокие ямы, острые предметы, строительный мусор, куски арматуры, шифера, камни. Также в воде могут содержаться болезнетворные бактерии. Чтобы отдых на природе не был омрачен, необходимо соблюдать правила безопасности на воде и требования властей. В лесах Коми с 13 июля и до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации. Для тушения лесных пожаров привлекается местное население. Городская администрация проводит работу по формированию отрядов добровольцев. Со всеми волонтерами заключаются договоры гражданско-правового характера. По итогам работы предполагаются денежные выплаты. В Инте ведется набор добровольцев на борьбу с возможными лесными пожарами. По предварительным прогнозам, это лето обещает быть теплым и сухим. Администрация города предлагает всем желающим мужчинам стать добровольцами-волонтерами для привлечения к возможному тушению лесных пожаров в 2022 году. С гражданами заключаются договора гражданско-правового характера на тушение лесных пожаров с привлечением не более 3 суток по 12 часов. В 2021 году размер выплат составил с питанием 8500, без питания 10 тысяч рублей. Как будет на этот год, я так думаю, что будет повышение. Принять участие, записаться можно, обратившись в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности. Опыт привлечения горожан в тушении лесных пожаров уже был. В 2017 году интинские леса горели страшно. Тогда без помощи волонтеров обойтись не смогли. В отдельные годы с высоким уровнем горимости лесов количество привлеченных к тушению физических лиц по региону достигало 4000 человек. Погода стоит сухая, жаркая. Это уже 5 класс пожарной опасности. Это чрезвычайная пожарная опасность. Хотя обычно всегда июнь холодный, дождливый. Но такой же прогнозируется июль месяц. Горимый всегда июль. Не столько страшна жара и ветер, сколько сухие грозы. В июле, в середине июля всегда идут сухие грозы. Очень часто. Пойдут сухие грозы, пойдет волна пожаров. И захватит. У нас более горимые это Ижемский, Устинский, Печорский. Там меньше всего горит, но может и захватить Инту.
Добровольцы на тушение пожара будут привлекаться по мере и в случае необходимости. Данная работа доступна после заключения договора гражданско-правового характера с Коми лесопожарным центром. В соответствии с документом оснащение инвентарем, продуктами питания, полевым имуществом, а также выполнение норм по охране труда будет являться обязательством исполнителя. Привлекаем на основании договоров гражданско-правового характера, то есть расценка будет определена за час работы по тушению пожара. Не час работы не пребывания на пожаре, а именно за тушение пожара. То есть пребывать люди могут более суток, а работать, грубо сказать, 2-3 часа. Вот это. И поэтому также договора заключаются или с питанием, или без питания. То есть если с питанием расценка меньше, но мы должны обеспечить сухпайком. Без питания расценка, естественно, выше. Добровольцы должны быть все-таки одеты соответствующим образом, соответствующая обувь и при себе иметь шансовый инструмент, то есть лопата. Лопата, топор. Записаться в ряды добровольцев в борьбе с огнем можно в Управлении по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности, кабинет 125 администрации округа. Консультации по данному вопросу можно получить по телефону 628 41. Пожары причиняют людям большие несчастья. Горят леса, гибнут животные. Чтобы избежать этого, нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. На территории Интинского округа регулярно проводятся профилактические мероприятия и социальные акции с участием подростков, МЧС и городской администрации. Особый противопожарный режим введен в связи с установившейся сухой и жаркой погодой для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Многие интинцы не знают, что во время его действия в лесах запрещается разводить костры, сжигать мусор и жарить мясо на углях. Вообще следует воздержаться от разведения огня какого-либо, то есть ни костры, ни тем более в лесах, то есть рядом с сухой травой, сухой растительностью. И нужно огородиться и ни в коем случае не разжигать открытый огонь. То есть не баловаться детям, огородить детей от использования источников огня, то есть спички, зажигалки какого-либо рода, шалости, исключить это, потому что это в основном является причиной возникновения пожаров. В этом году наказание за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточено. Штрафы для граждан выросли более чем в 10 раз. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч до 1 000 000 рублей или даже вплоть до уголовной ответственности. Лесным пожарам подвержены более, конечно, южные регионы, но у нас тоже бывали. То есть вот даже недавно у нас был лесной пожар рядом с территорией деревни Арпияк. То есть иногда случается, как говорится, и поэтому нужно предупредить этот момент, профилактировать его, чтобы люди знали, что нельзя беспечно относиться с огнем, к огню точнее. Во время пожара пострадала территория в 11 гектар, лесная местность между деревнями Ерпияк и Абизью. Причиной возгорания стало битое стекло, которое было оставлено человеком на природе. Так что вести себя в лесу необходимо крайне осторожно. Основными причинами является, как правило, человеческий фактор. То есть это оставленный какой-либо, например, тот же самый костер без присмотра, когда человек ушел и не затушил его. Или, например, может, просто захотел поджечь что-то, и у него бесконтрольно получилось возгорание сухой растительности и пошло дальше. И еще сухие грозы, конечно же, могут быть. То есть без непосредственно дождя молния ударила и загорелась. Особый противопожарный режим в северных районах Республики Коми начал действовать с 10 июня. Вам хочется провести время с близкими или друзьями, наслаждаясь действительно вкусной едой, отличными напитками, уютным интерьером и качественным обслуживанием. Все это вы можете получить в кафе «Островок», уникальном месте для отдыха в самом центре города. «Островок» – это кафе, созданное с большой любовью. Видно, что в заведение вложили душу. Открылось кафе в 2020 году и с первых дней полюбилось всем – горожанам, гостям Инты и даже путешественникам из других городов, регионов и стран. За время работы «Островок» принял у себя более 10 тысяч посетителей. Вместе с вами, интинцы, проживал множество важных событий. Дни рождения, юбилеи, свадьбы, корпоративы и профессиональные праздники. Здесь всегда здорово. Руководство кафе следует самым популярным и интересным тенденциям. Крутейшие мероприятия,
Квартирники, квесты, игра в мафию, дозор и квиз постоянно проходят в Островке. Как и лето радует нас новыми красками, с 1 июня Островок удивительно преобразился. Открылась новая детская игровая комната. Шоу с аниматором, няня, мыльные пузыри, множество игрушек, детские стульчики для самых маленьких. Все это не позволит юным гостям начать скучать и капризничать. Всю свою детскую энергию мальчишки и девчонки могут выплеснуть в специальном месте, позволив родителям отдохнуть. Специальное детское меню – это блюда для самых маленьких гурманов. Простые и полезные, привычные и любимые для детей, молочные коктейли, домашние лимонады и вкуснейшие десерты собственного приготовления на любой вкус. От муссовых с экзотическими фруктами до классических. В кафе вы можете полностью расслабиться и отдохнуть от ежедневной суеты. Обновленный большой зал с новой системой вентиляции, где комфортно могут разместиться до 40 человек. Второй отдельный уютный малый зал вместимостью до 15 человек. Сотрудники оказывают гостям должный уровень сервиса и тщательно следят за поддержанием чистоты и порядка в помещениях кафе. Они вовлечены в рабочий процесс и с любовью и ответственностью относятся к своей работе. Гармоничное меню подобрано с особой кропотливостью и старанием. Каждый гость найдет здесь свое любимое блюдо, благодаря нетрадиционному подходу к ингредиентам и работе квалифицированных поваров. Меню создавали приглашенные шеф-повара из Москвы и Санкт-Петербурга. Они оттачивали работу каждого цеха отдельно, разрабатывали блюда и обучали поваров. Сегодня все повара кафе «Островок» – гости города. Все они приглашены из крупных городов России. В Островке обширное меню. По основным блюдам, холодным и горячим закускам, салатам, роллам и десертам. Вы обязательно сможете выбрать блюдо по своим предпочтениям и настроению. Таких блюд вы не попробуете больше нигде в городе. А еще в кафе разнообразная барная карта и необычные коктейли. Новый, комфортный санузел и вместительная гардеробная – все это создано долгим и кропотливым трудом для того, чтобы всем гостям было максимально комфортно. Менеджмент кафе всегда открыт к вашим отзывам и здравой критике, в моменте реагируя и решая все возникшие вопросы. Кафе находится по адресу Мира 27, вход со двора. Встретимся в Островке. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Информационная служба программы «Новости» уходит в отпуск. Все сюжеты и репортажи будут выходить в формате программы «Акцент события». Смотрите Пятый канал и будьте в курсе значимых событий Инты. А я с вами прощаюсь до сентября. Всего доброго и до свидания.